Новое оборудование в Республиканской инфекционной больнице начало помогать первому пациенту. Технику доставили в учреждение, как по волшебству, 31 декабря. Аппараты ИВЛ, аэроназальные маски, инфузионные насосы. Стоимость приобретения больше 3 миллионов рублей. Виктория Денисова расскажет подробнее. Инфекционная больница, отделение реанимации. На койке двухлетняя пациентка. Девочка не может самостоятельно дышать, нуждается в специализированных препаратах. Она первая, кому на выручку пришло новое оборудование. За жизнь юной пациентки борются инфузионный насос и аппарат ИВЛ. 4-й день они работают без передышки. 31 декабря мы получили данный подарок к Новому году. 11 числа он был введен в эксплуатацию, и с первого дня он используется по назначению, что мы можем вам продемонстрировать. Аппарат ИВЛ – самый востребованный агрегат. В условиях пандемии в нем нуждается почти каждый пациент отделения реанимации. Поступили инфузоматы – цифровые аналоги капельницы. Они позволяют с точностью до десятых долей миллилитра установить дозировку препарата. Ни один, даже самый опытный врач, сам так сделать не сможет. Вдобавок к комплектации аэроназальные маски. Их используют как связующее звено между респиратором и пациентом, находящимся в сознании. Они подают нужное количество воздушно-кислородной смеси и давления, дабы человек мог дышать сам. На сегодняшний день, в принципе, у нас хватает медицинского оборудования, но хотелось бы сказать, что, как и любая аппаратура, оно проходит устаревание, поэтому постоянно должна обновляться. А если взять вот эти вот, допустим, масочки, да, к примеру, расходник к этому аппарату, это, и все только востребовано на каждого пациента, то есть оно одноразовое, потом выбрасывается. Арсенал республиканской инфекционки пополнился на 3 миллиона рублей. Деньги собирали всем миром. Часть средств республики, часть социального партнера, часть неравнодушных жителей Коми. В прошлом году фонд «Сила добра» помог 2 десяткам детей. 3 из них тяжело больные. Поддержали детскую республиканскую больницу, поликлинику номер 3, теперь и инфекционную больницу. Фонд занимается тяжело больными детьми, но надо понимать, что это не всегда детки с каким-либо присвоенным уже статусом, потому что есть момент, когда ребенок уже заболел, но еще документы на статус только поданы или еще в процессе обработки, поэтому мы начинаем помогать сразу, для чего и существует и создан был этот фонд. Фонд «Сила добра» поддерживают как могут. Кто-то перечислит 50 рублей, кто-то 100. По крупинкам собирают внушительную сумму. Онкология, кардиология, сахарный диабет. Направлений помощи тяжелобольным детям множество. Закупают оборудование, лекарства, ортопедические приспособления. Помогают целым отделениям больниц. Внести свой вклад может каждый. Порой достаточно одного СМС, дабы дети, наше будущее, были здоровы. Виктория Денисова, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.